Отец Александр, если Иисус Бог, зачем ему нужно было молиться Отцу? Это один из самых интересных вопросов, которые часто используются в межрелигиозных дискуссиях. В Священном Писании одним из самых сильных и ярких примеров такой молитвы является Гефсиманская молитва. Молитва в Гефсиманском саду. Она еще называется «Моление о чаше». Мы должны знать, что согласно образу 4-го Вселенского Халкидонского собора, божество и человечество во Иисусе Христе объединяется неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. То есть, будучи совершенным Богом, Словом, которое стало плотью и обитало вместе с нами полной благодати истины, Христос является еще и человеком. Человеческую природу Он воспринял от Девы Марии. Эта природа такая же, как наша, поврежденная грехом, нуждающаяся в исправлении. Во-первых, Христос этой молитвой показывает пример всем нам. И Он молится Богу. Кстати, в этой молитве, кто внимательно читал, видны внутритроечные отношения. Он обращается к Отцу как к равному. Он молится о своих учениках. Да будут они едины, как и мы с тобой едины. Троица – одно естество, одна природа и три личности, три ипостаси. И молитва Христа Богу Отцу – это молитва человека Христа. Он представляет собой все человечество в лице себя. И обращается Он к Богу Отцу, молясь о всех нас. От лица нас. Мы Ему доверили, делегировали эти права. Поэтому никакой речи об умолении или разнице божества тут не идет. Об этом говорит и святитель Григорий Богослов в 45-м слове на Пасху. Это пасхальное слово. Поэтому, когда Христос молится Отцу, так же, как и в 40-дневном посту в пустыне, тоже, казалось бы, а как это Бог? Как вот Бога может искушать сатана? Здесь и там он показывает человеческое, выражаясь словами канона преподобного Андрея Критского.